Уважаемые адвокаты, уважаемые коллеги, профессия адвоката имеет публично значимый характер, а адвокаты выполняют функции в сфере публичного интереса. Адвокат – это благороднейшая профессия. Без адвокатов государство не сможет выполнять конституционную задачу по построению эффективной системы правосудия. Как вы знаете, 22 ноября текущего года вступят в силу изменения в закон об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности. Мы ожидаем, что Совет адвокатов проявит оперативность и ответственность, и выбранное временное руководство обеспечит исполнение положений закона. Совет адвокатов обязан в срочном порядке инициировать проведение общих собраний по всем областям страны. И в начале 2024 года должен пройти съезд, где будет избрано новое легитимное руководство адвокатуры. Минюст ожидает, что новый съезд будет проведен беспристрастно, вне интриг, вне попыток манипуляции итогами выборов. Нельзя допускать ошибки, которые имели место ранее. Уважаемые адвокаты, уважаемые коллеги, нам нужно идти вперед, нам нужно работать по-новому. Я искренне желаю провести съезд адвокатов Кыргызстана на должном уровне. И самое важное, с конкретной повесткой реформ. Все сообщество и каждый адвокат имеют право ожидать, что новое руководство адвокатуры, избранное по итогам съезда, будет готово к реальным изменениям, к волевым шагам, не увязнет в интригах и популизме. Мы не можем более игнорировать системный кризис, который сложился за последние годы в сфере адвокатской деятельности. Мы не можем отрицать наличие многочисленных проблем, которые относятся не только к руководству сообщества, но и касаются каждого адвоката. Для примера обозначу лишь 3 вопроса. Первый вопрос институциональный. Смогли ли адвокаты организоваться в самоуправляемое сообщество? Смогли ли развить корпоративное единство, где развитие профессии – это главный приоритет? Второй вопрос касается соблюдения этики профессии, и, соответственно, это имиджевый момент. Тут все очень просто. Как общество и граждане воспринимают адвокатов? Не секрет, что мы видим множество недобросовестных адвокатов, которые позорят профессию. Но что сделала адвокатура, чтобы с этим бороться? Комиссия по этике парализована уже многие годы или имитирует активность. Сотни и тысячи граждан сталкиваются не просто с неэффективной, но уже с мошенническим поведением адвокатов. Если не адвокатура будет бороться с этим, то кто должен? Третий вопрос касается защиты репутации и самоочищения. Как обеспечиваются стандарты профессии? Создан ли механизм, чтобы не допускать профессию случайных людей? Повторюсь, адвокат – это благороднейшая и элитарная для юристов профессия, которая представляет собой особую привилегию, неразрывно связанную с обязанностями. Проблематика также касается и наличия сотен, если не тысяч, так называемых мертвых душ. Все эти лицензии должны быть пересмотрены и аннулированы. Комиссия по этике должна наказывать каждого, кто нарушает этику и стандарты. В конце концов, как изложено в решении Конституционной палаты от 11 марта 2015 года, высокий уровень образования и нравственности – это не право адвоката, а его профессиональная обязанность. Другой важный вопрос касается ежемесячных взносов. Как объективно адвокатура будет заниматься развитием при взносе 200 сом? Хотя бы посмотрите на другие страны в этом аспекте без популизма. Уважаемые коллеги, видя проблемы в сообществе, многие предлагают государству, министерству забрать себе вопросы контроля этики адвокатов. Но я и текущая команда Минюста, наоборот, хотели бы сделать трансфер полномочий Минюста в адвокатуру. В будущем передать даже вопросы проведения экзаменов. Минюст к этому готов. Надеюсь, это произойдет. Напомню, в следующем году, 1 марта 2024 года, также исполняется 100 лет юбилей адвокатуры Кыргызской Республики. Данный большой праздник нам надо встретить по-новому, с новым импульсом, с новой повесткой развития. Минюст очень надеется, что с новым съездом в адвокатуры начнется новый этап развития, этап конструктивного и ответственного развития. Министерство готово оказать всю поддержку для прорывного усиления адвокатского сообщества. Спасибо за внимание.